Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио ТИТИМ Саха-Радиата национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона сегодня ведущий Юрий Сергеев. Приветствую всех телезрителей и радиослушателей. В нашей сегодняшней передаче «Креативная экономика». Республика, одна из первых в стране, начала разворот в ее сторону. Что привносит она в нашу жизнь? Об этом подробнее после чтения анонса. Во второй части нашей радио-телепрограммы завтра, 1 октября, в среду, отмечают традиционно Международный день пожилых людей. Посвятим этой дате актуальным вопросам развития социальных услуг для старшего поколения и обеспечения ухода для нуждающихся в таких услугах. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, начнем, пожалуй, нашу передачу. Слово «креативность» больше десятка лет назад вызывало у людей неоднозначную реакцию. И вот сегодня креативная экономика – это реальность. Это и рабочие места, проекты, перспективы. И вот у нас сегодня в студии руководитель отдела инновационного развития Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Николай Владимирович Слепцов. Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, если у вас в ходе нашей сегодняшней передачи возникнут вопросы к Николаю Владимировичу, то, пожалуйста, звоните. Можете набрать 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Это за пределами города Якутска, в районах, кто проживает и слушает, и видит нас. И внутри города, конечно, телефоны, которые я уже обозначил. 32 2066 и 32 11 66. Ну что ж, Николай Владимирович, я думаю, что мы начнем. Давайте, наверное, чуть-чуть издалека, да? Вот как это было, как происходило, с какого времени? Вообще, имеется в виду, когда мы взяли именно курс в сторону креативной экономики, это произошло примерно лет 6 назад. Мы 6 лет назад стали смотреть именно в сторону креативных индустрий, и за это время мы за 6 лет, можно сказать, создали экосистему. Экосистема у нас в республике креативных индустрий. Я чуть попозже расскажу более подробно, какие там входят институты развития. Но основной опорной организацией там стала Корпорация развития Якутии. Которая создана была? 6 лет назад, тоже где-то 5-6 лет назад, одновременно была создана, на которой возложили функции именно по развитию креативных индустрии, креативной экономики в целом. Что себе представляет сегодня креативная экономика? Какие там отрасли входят? Вообще, смотрите, креативная экономика, она не только кино, музыка, дизайн одежды, ювелирная промышленность, но вообще она затрагивает очень много сфер. То есть это именно в подходе. Один и тот же продукт можно продать по-разному. Или подать по-разному, имеется в виду. Хлеб черный можно подавать просто как черный хлеб. А можно придумать оригинальную упаковку, какого-нибудь персонажа туда и добавить там что-нибудь там, элемент какой-нибудь игры, может быть. То есть креативность, она может проявляться во всем. Не только там. И, конечно же, традиционные национальные художественные промыслы. Это уже элемент креативности. Все есть креатив. Да, вот я слышал, конечно, мнение некоторых экспертов. Якутия – это креативные люди, да? Сами жители республики тоже креативные. А в чем, по вашему мнению, истоки креативности жителей республики? Именно у нас в Якутии. Да, именно у нас в республике. Очень много, смотрите, по моему мнению, очень много факторов сложилось. Вот даже традиционно у нас же очень большая культура, материальная и нематериальная культура, то есть в каждой семье, наверное, есть какая-нибудь мастерица. Был человек, который пел
там Тоюк, там Алан-Хацут раньше, может быть, был. Вообще, наверное, вообще есть креативность. Это что есть креативность? Это вообще, в принципе, по моему мнению, умение подойти не прямо в лоб. Ну, с обычных таких, да, с обычных ракурсов. То есть вот есть проблема, нужно ее решить. А у нас в республике же такие условия, скажем так, не самые мягкие, интересные, там, своеобразные условия, которые вынуждают нас порой подходить не совсем с традиционной точки зрения. Да. И это все вот наложилось факторами, что у нас очень много талантливых людей, и изначально человек с якутской земли обладает креативностью. Очень много, по-моему. Вот так вот, да? Ну, даже так. Угу. Ну, вот наша республика считается, ну, одним из лидеров, да, креативной экономики. Да. Вот глава республики Айсен Николаев, бывая на различных, вот, и на Восточном экономическом форуме, да, он выступал, и на других крупных федеральных мероприятиях, да, то действительно здесь надо отметить, что уже, ну, говорят так, что опыт уже у республики есть какой-то все-таки. Вот да, что мы среди первых, каким образом? Что, да, что, мы вот возвращаясь в чем это проявляется? К первому вопросу, вот 6 лет назад, когда мы начали курс на креативную экономику, мы не одними, а даже самыми первыми здесь вся в республике создали именно стратегический документ, как концепцию развития креативной экономики, и утвердили у себя на своем уровне. И сейчас многие регионы, которые только у себя вводят, вот тоже какие-то стратегии, концепции развития креативной экономики, они опираются именно на наш документ. На наш документ. На наш документ. На наш опыт какой-то. На наш опыт. Он масштабируется и как экспертам к нам уже обращается. Вот мы сейчас пытаемся там создать у себя какой-нибудь креативный кластер. Как вы это сделали? С какими проблемами столкнулись? Вот обращаются другие регионы. Да, ну, конечно, вот инфраструктура у нас создана ведь тоже тогда, еще в те годы же, да? IT-парк. Планомерно, да. Вот недавно совсем квартал труда. Квартал труда у нас открылся IT-парк, который поддерживает именно IT-специалистов, IT-компаний, потому что видеоигровая индустрия тоже это не что иное, как креативная экономика. Да. Квартал труда, благодаря помощи постоянного представителя на Дальнем Востоке президента Юрия Петровича Трутнева и Минразвития Востока, был построен прекрасный креативный кластер, где вот там прям студия звукозаписи, очень много пространств имеется, очень много условий созданы для того, чтобы заниматься креативным вот, своим любимым делом. И там есть меры поддержки, то есть у нас, где резиденты, которые занимаются вот, анимацией, кино, музыкой, могут по льготной там, цене, допустим, арендовать и пользоваться общими этими центрами коллективного. В прошлом году, в 2024, был сделан новый такой стратегический шаг, можно сказать, да. Вот глава нашей республики Айсен Николаев подписал указ о развитии креативной экономики. Вот, это уже тоже, ну, надо сказать, что и президент России Владимир Владимирович Путин тоже был в квартале труда. То есть это ведь тоже вызвал такой интерес, мне кажется, у главы российского государства. Ну, 27 апреля главой республики был подписан 302-й. За номером 302. Под номером 302 это о развитии креативной экономики Республики Саха-Якутия. Там очень много, скажем, проектов, которые затрагивают почти все сферы и не только креативной индустрии, там, помимо там, кино, музыки, ювелирки, национальных художественных промыслов. Да. Там по этому указу в 24-м 48 тысяч жителей республики было задействовано в различных сферах креативной экономики. По этому указу мы к 30 году должны увеличить до 70 тысяч, допустим. Допустим, у нас было снято 500 минут анимации, к 30-му мы уже должны 2500. И все эти цифры, они вот сейчас вот именно креативные индустрии, они очень быстро развиваются.
благодаря развитию технологий, они же технологии, инновации и креатив, они идут в ногу. И все вот эти вот показатели, которые мы заложили в основу этого креативного указа, они достижимы, я считаю. То есть мы должны вывести ювелирные бренды свои на международный рынок, бренды одежды, которые сейчас уже, даже мы в Москве, в авиапарке есть пространство, где местные бренды и дальневосточные бренды, и наши якутские бренды тоже там представлены. Конечно. Это отрадно, что мы выходим на ритейлеров, ну, вот эти так называемые маркетплейсы. Мы там уже представляем свою продукцию и вот подписали недавно соглашение на полях Восточного экономического форума с Wildberries и Zozon. Да. В том числе мы ведем работу по именно, чтобы там был отдельный как бы магазин именно нашей продукции, с якутской продукцией. Да. Вот, кстати говоря, вот об этом как раз вот говорил на прошедшей 27 сентября прямой линии вот глава республики Арсений Сергеевич Николаев, отвечая на вопросы, да, телезрителей и радиослушателей. И вот тут надо сказать еще вот о чем. Вот выступая на 6-м федеральном форуме фестиваля «Российская креативная неделя», вот тоже прошедший совсем недавно. Вот на прошлой неделе. На прошлой неделе, да, вот и глава вот республики отметил, что креативные индустрии должны служить инструментом экспорта идеологических смыслов в Якутию. Вот здесь, если немножко расшифровать. Ну, экспорт, конечно, сейчас ведь тоже существует у нас. Экспорт, продукции, конечно, да. Креативной индустрии. Экспортируем уже. Да. Ну, это фильмы, музыка. Да, это понятно. Это понятно. Игры, все, да, какие-то видеоигры. Игры, одежда, музыкальное направление. Но и, наверное, идеологически мы должны, ну, не должны, у нас это традиционно, идеологические смыслы, как я понимаю слова Арсения Сергеевича, именно свои традиционные ценности, которые у нас в республике все-таки очень крепко, то есть это обычные человеческие ценности, да. Любовь, дружба, семейные традиции, ну, обычные традиции, да, ну, как-то сопровождать, наверное, вот это все тоже, да? Потому что сейчас, наверное, в мире очень много инфокоммуникационных технологий, там СМИ, которые могут там вести какую-то не очень правильную идеологию и вкладывать в умы, в уши подрастающему поколению. Мы через свои фильмы, через свою музыку, через какую-то культуру традиционную должны нести определенные идеологии тоже. Ну вот я еще раз хочу вернуться вот к прямой линии главы республики Арсена Николаева вот со слушателями и телезрителями нашей республики в День государственности Якутии, Республики Саха-Якутия. Он там также сказал, что опять же подписал указ о новых функциях корпорации развития республики. Вот, и там, в общем-то, задачи тоже определены, да, вот в этом указе по развитию. То есть здесь уже какой-то, видимо, новый виток какой-то, да, новый, видимо, пласт тех задач, направлений, которые нужно уже достигнуть, наверное, вот в развитии, дальнейшем развитии креативной экономики. Да, вообще у нас, как вы получается, корпорация развития должна уже больше расширить свои функции. Да. Вот, расширение функций. Более таким матерым, большим органом, который будет отвечать не только за развитие креативных индустрий. Вообще там одна из задач — это привлечение средств вообще в республику Саха-Якутия. Думаю, будет благодаря опыту, уже накопленному корпорацией развития, будут, хорошо справляться, имеется в виду. Это такая большая задача стоит. Да. Я уверен, что с возложением этих функций, несмотря на те, вот, скажем, глобальные вызовы, которые сейчас у нас существуют, да, в целом по стране, на самом деле, да, в мире. Непростое сейчас время. Да. Все вы знаете, все мы знаем, что сейчас непростое время, и нужны вот такие вот решения, нужны вот такие вот, наверное, шаги. И вот он говорил, что нужно привлечение вот наших кадров, которые, скажем, покинули, да, в свое время пределы нашей республики, где-то за границей. Вот их надо привлечь, говорит, чтобы они вновь вернулись обратно сюда, к нам. В любом случае,
у себя дома оно как-то ближе, и люди стены со временем, помогают да, и так далее. со временем, даже кто уехал, они возвращаются, потому что понимают, что здесь-то лучше. Да, конечно. Угу. И нужно, да, развивать свой край, помогать своим жителям. Ну, уже тот период наступил, уже надо как-то все-таки уже по-крупному, наверное, в таком масштабе, что ли, да, каком-то, не только региональном, скажем, да, федеральном какой-то, да, а именно вот таком-то международном. Она знает развиваться. О республике, знает о нашем потенциале именно в сфере креативных индустрий. И мы сейчас будем только наращивать темпы, объемы именно экспорта креативных каких-то продуктов. Вот. Ну, конечно, тут он как-то тоже подчеркнул, что нужно сделать большой шаг для выхода на новые технологические высоты, да? Ведь еще достигать нужно многое, наверное. Очень много, на самом деле. Вот мы достигли мировых таких высот, наверное, которые там пока еще успехов, не достигли мы. Да, чем выше ты поднимаешься, тем больше у тебя еще планка. То есть вот то, что мы достигли, это немного по сравнению с тем, что нам предстоит достичь. Чем больше я знаю, тем больше я не знаю, как говорится. Ну вот сейчас я думаю, что у нас все-таки образовательная система, инфраструктура ведь тоже создана в республике, да? Это основополагающая, подготовки, скажем, кадров для вот этой экономики креативной. Подготовка кадров у нас стоит, все же начинается с этого. Ну, то есть не надо ждать, пока просто появится кто-то и все. Вот талантливый человек. Конечно, это работает, но нужно же взращивать, именно воспитывать людей в творческих, креативных отраслях. Ну, не только, скажем так, надо уже практически с самого детства, наверное, дошколят уже приучать к этому, надо приучать. Вот здесь, уж не говоря там о образовательных учреждениях школьных. Дошкольников, что говорю-то, у нас же на НВК СХ в прошлом году открылся детский телеканал «Толку», который прекрасно справляется с этими задачами. Тоже. Очень, знаете, такая хорошая история в плане того, что это же еще сохраняет язык, функции сохранения языка, нашего родного языка, потому что легко сейчас в нынешнем времени с доступностью интернета просто забыть свои корни. Ну, и одна из функций телеканала «Толку». И, как бы сказать, сейчас, по моему мнению, у каждого региона же свои эти особенности. Конечно. Особенности этническое, то, что мы уникальное сохранили у себя, то, что у нас до сих пор с таким масштабом, огромным размахом празднуется наш национальный праздник Исэх. Исэх, Туймада, это наш, все одевают традиционные костюмы, чтят, все знают обычаи, это же очень круто, и не у всех есть такое, но мы сохранили это, и для, например, других регионов, кто приезжает, все вау, никогда нигде такого не видели. И в этом плане тоже одна из, наверное, функций креативной экономики, это сохранение нашего традиционализма. Ну вот это и есть, в общем-то, где-то идеологическое это и направление, смысл какой-то здесь имеется, наверное, кроется в этом. Идеологический смысл, наши кузнецы, ювелиры, это же все уникально. Это все уникально, которое вызывает интерес у людей. То есть показать одно, это же добавленная стоимость все. По сути, кусок металла, который не имеет стоимости, потом превращается в какое-то изделие, либо нож кузнечное искусство. Это же все именно креативность, которая заложена изначально у нас, именно у якутского народа. Да. Ну вот на этой ноте, наверное, мы пока завершим нашу сегодняшнюю беседу в первом блоке передачи «Якут сегодня», уважаемые телезрители и радиослушатели. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза, потом мы вновь вернемся в нашу студию и продолжим передачу. Вот так.
Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск сегодня». У микрофона редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте. Завтра, 1 октября, по традиции отмечается Международный день пожилых людей. И действительно, вот в завтрашний день мы, конечно, тоже здесь на радио будут приглашены и работники социальной сферы, да, вот, волонтеры, скажем так, именно вот работающие вот в этой системе. И мы тоже сегодня вот буквально накануне этого праздника пригласили к нам в студию Наталью Николаевну Пахомову. Добрый день. Да, она у нас является директором, вот, которая уже долгие годы работает, значит, в социальной защите населения, директором Республиканского комплексного центра социального обслуживания. Вот она не в первый раз у нас в студии здесь. И я думаю, и сегодня есть что рассказать, да, уважаемым телезрителям и радиослушателям, особенно людям пожилого возраста, ну и молодым, наверное, да, те, кто сегодня ухаживает за своими родителями, инвалидами, там, больными людьми. Вот. Наталья Николаевна, ну давайте, наверное, начнем вот с того, о вашей работе, в вашем коллективе. Спасибо. Спасибо, что вы каждый год нас приглашаете в канун Дня Международного дня пожилых людей, потому что это и входит в нашу обязанность, в нашу работу информировать население. Да. Действительно, наше учреждение является структурным подразделением Министерства труда и социального развития. Министерство труда и социального развития нас обозначает уже как ресурсный центр социального обслуживания населения полностью. То есть в нашем учреждении 14 подразделений. Мы занимаемся оказанием надомного обслуживания. Это в городе Якутске 864 одиноко проживающих граждан. То есть социальные работники помогают, ходят к ним. У нас есть отделение социальной адаптации Терях, все знаете, на 80 койко-мест. Мы открыли тренировочную квартиру для людей с ментальным нарушением. У нас есть старейшее отделение, которое работает с людьми пожилого возраста. Это отделение социальной адаптации РЧИМ. И, конечно же, у нас новое направление, самое востребованное, это патронажная служба, отделение патронажной службы, и, конечно же, все известные 144 квартиры, которые находятся в спецдом. Вот такие у нас большие направления. Все 4 типа учреждений по федеральному закону находятся в одном учреждении. В год мы оказываем где-то около миллиона услуг, и задействованы в этом деле 200 человек, социальных работников. Уважаемые телезрители, радиослушатели, ну, если у вас какие-то вопросы есть вот, к Наталье Николаевне, то, пожалуйста, звоните 32 2066, 32 1166. Иногородние могут до нас дозвониться, набрав 8 гудок 411 2 и номера телефонов, которые я уже назвал выше. Вот есть такая система, но вы там тоже сказали, долговременная система ухода за пожилыми, родственного ухода, да, за пожилыми и инвалидами. Он в свое время был пилотным проектом, а сейчас уже как? Да, это пилотный проект нашего Министерства труда и социального развития в 4 улусах. Да, это было. Система долговременного хода. Это идет у нас новая задача, ну, относительно новая задача в рамках, скажем так, продления жизнедеятельности пожилого человека и повышения качества жизни. В нашем отделении всего 13 получателей социальных услуг, которые лежачие, за которыми ухаживают и помогают, обеспечивают качественную жизнь наши помощники по уходу. Вот я хочу вновь вернуться сегодня в нашей телерадиопередаче к прямой линии, которую провел вот глава республики Арсен Сергеевич Николаев. Здесь у нас национальная вещательная компания «Саха».
и по радио Титим, Саха-радио это тоже транслировалось, да, и думаю, что вся республика слушали вот эту прямую линию, да, очень много было вопросов, 1600 с лишним поступило обращение, да, за весь этот вот, за всю прямую линию, 3 часа, почти 3,5 часа длилась прямая линия, вот, и там вот Александр Сергеевич сказал, что действительно вот для пожилых людей вот создание достойных условий, главное, чтобы вот их долголетие было активным, здоровым и качественным. Да. Вот на это направить нужно все усилия наших социальных учреждений. Вот это одна тоже приоритетная задача. Конечно. Мы находимся на таком интересном стадии. Да. Наш министр ставит задачу именно внедрение системы менеджмента качества. Это задание главы республики во всех учреждениях, чтобы заработала система менеджмента качества. То есть там и социальное обслуживание, безопасность самих граждан, медицинская часть и так далее. Да? Мы над этим работаем, поскольку наш министр определил нас ресурсным центром, мы вплотную занимаемся этой системой. Да? На сегодня каждое учреждение делает себе план действий, по какому направлению развивать именно качество. То есть мы не расширяем зону своего взаимодействия, а идем наоборот глубоко в качество. Да? В качество. Это, конечно, очень сложный процесс, но он требование времени, поскольку от качества обслуживания, от качества жизни зависит продолжительность жизни. Да. Мы все знаем, что в нашей республике уже 2-й раз пролонгируется региональная наша программа «Активное долголетие 55+». Да. Это все туда и включено. Исполнителями данной программы являются все наши министерства республиканские, это 11 министерств. Вот. Ну да, и, кстати, в Якутске вот на прошлой неделе, если это совсем недавно, состоялся форум «Якутия за активное долголетие», где обсуждали самые актуальные вопросы. Вы там выступили по новым технологиям, по-моему, тоже вот что-то. Давайте об этом, пожалуйста. Я еще раз повторюсь, наша региональная программа «Активное долголетие», исполнителями которой являются все государственные министерства, плюс наш Республиканский совет ветеранов, все общественные и некоммерческие организации, которые задействованы, все заинтересованы, что в нашей республике все жили долго, счастливо и качественно. Мы в прошлой неделе, 25-26 совместно все провели большой форум активного долголетия, и она так и называется «Якутия за активное долголетие». И 25 числа мы провели 2 больших семинара. Первый семинар, он был посвящен активному долголетию, где мы рассматривали именно технологии работы, как заактивизировать пожилых граждан, опыт работы. Да. Во второй части выступали у нас эксперты из Москвы, ранхейсты выступали именно по системе долговременного ухода. Мы получили и советы, получили и замечания, и отрицательные, и положительные стороны. Да? И в конце, конечно, мы сделали круглый стол, где вел Вильям Ачирович Иванов, наш аксакал, председатель Совета ветеранов, и мы подготовили именно предложение, как еще усилить и улучшить нашу программу регионального активного долголетия. И 26 число мы закончили тем, что провели большой форум услуг. Это в Центре культуры имени Гагарина. Более 30 площадок были задействованы, показывали всем и предлагали услуги для пожилых граждан. Были мастер-классы, спортивные классы, прикладное искусство, швейные дела и так далее. То есть в целом, когда мы посчитали охват, где-то около 900 человек на эти 2 дня на этот форум были заактивизированы. Так, у нас телефонный звонок. Наталья Николаевна, давайте-ка послушаем телезрителей и радиослушателей. Алло. У меня вот 2 вопроса. Вот есть, например, такой момент. Вот кто-то из родственников может ухаживать. Это как можно оформить? Это один вопрос. Так. Престарелый человек, например, 80 лет. Да. Вот. И потом второй вопрос такой. Постоянно
патронажной помощи не надо, а вот одноразово, сезонно. Как я могу обратиться? Куда идти? К кому обратиться? Есть такое у них или нет? Спасибо. Хорошо, спасибо за вопрос. Очень интересные вопросы, и они очень актуальны. По первому вопросу я скажу, что вам нужно обратиться в Управление соцзащиты города Якутска, поскольку мы являемся поставщиками услуг выявления и типизация входит в полномочия Управления соцзащиты города Якутска. Да. У нас есть региональный комплексный центр, региональный координационный центр, где вам все досконально объяснять. По второму вопросу, по срочному, если по срочной помощи, вы можете позвонить по телефону 40 20 65. 40 20 65. Так, это телефон, да? 40 20 65. Так, еще один телефонный звонок. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Здорово. Кырдагаске интернетке, кырдагастар интернетте барган багарар боллагана. Канна обращайся ко мне себе. Иди бамеге вопрос. Экиз вопрос боллагана. Имбеди дону канна туталларын ду көрөдлөр менду огону. Ага, мактал вопросин. Бастыкы вопроска теппетим кудук би поставщиктар болабыт. Онан нуждаемагы бетер бу интернатка надыяр, көрүүгө надыяр дени би республикатыгар координационный центр терилен турар. Ол центр боллагана бягат Управление соцзащиты города Якутска коракколары боллакатна, онно обращайся канагат, заявление хоруягат, онны тон документ берехтере, баран көрүөхтере, истиехтере, кыджык буки надыяр дунады батту денер бахарыхтара. Өскөтін улусколары болақатна, бәғат олықтақ управлениягатыр обращайся к наргутордук. Кинер очеракка тураралар, кинер бартын бааран верелер бе коллегалар быт. Иккіз вопроска болла бу оға дробина хачақта оға денге диагнан көрөк канада, саан көрөк канада, манна метун индивидуальный хоғысылы болары болу. Оны ме бу кине тухана дерин вопросун эме олохтох управлениялар бәйлер бахараллар. Олин бола мети эпидем кудо өскөтүнчө куска кораккалары боллакана, бука бахасты бу телефону хорун. Төрдөн сүрбе 615 бу номерге эриеңин. Өсө бидде шөйдүк индивидуальный хөбелетерди. Онтуга дордук болу. Хорошо. Ну вот вы, выступая вот на форуме, да, в круглом столе, говорили о современных технологиях работы. Вот в чем это заключается? Вот, может, 1-2 примера приведете? Ну, на примере вашего центра комплексного. Поскольку социальное обслуживание не стоит на одном месте, мы же должны овладеть какими-то инструментами, которые приводят именно к качественному обслуживанию. Поэтому мы всегда в поисках, мы всегда повышаем свою квалификацию своих социальных работников и так далее. Мы постоянно обучаемся. Мы последние годы интенсивно работаем с лицами пожилых граждан, которые страдают когнитивными нарушениями. Мы 3 года тому назад открыли новое направление при дневном стационаре РЧИМ, который называется «Незабудка». Незабудка это на международном уровне является символом болезни Альцгеймера. К сожалению, последние годы очень часто мы сталкиваемся с этой проблемой, поэтому мы занимаемся профилактикой, нейробикой, там дидактические игры и так далее, все манипуляции, и мы занимаемся индивидуально. Тоже можно позвонить по данному номеру, записаться и прийти самим или записать своих родителей. Вот это тоже является новой технологией, да, требований времени. То, что касается школы 3-го возраста, это тоже является новой технологией, поскольку она создавалась как образовательно-просветительский процесс. Не просто там досуговые занятия, а именно активизация и интеграция пожилых граждан в общество через образовательные процессы. Недавно мы открывали 13-й сезон уже школы 3-го возраста. Желающих учиться очень много. Появляются новые направления, иностранные языки, там,
активный какой-то вид спорта и так далее. В год, например, в прошлом году школа 3-го возраста пропустила себя и обучила более 12 тысяч человек. За каждой цифрой это судьба каждого человека. Поэтому мы не стоим на месте. То, что говорится по системе долговременного ухода, тоже мы открыли школу ухода. Мы обучаем всех желающих. Раньше было такое: ой, бабушка постарела, надо куда-то сдать, да? А раньше же такого не было. Чтобы пожилой человек долго оставался в кругу семьи, у себя дома, как говорится, до последние свои годы, чтобы не было нагрузкой, и психологической нагрузкой, и физической нагрузкой семье, да, чтобы не было межсемейных каких-то конфликтов, мы обучаем школе ухода. Как ухаживать за бабушкой, да, как лечить, как кормить, как обрабатывать пролежни, какая кровать должна быть, какая техника, свет с какой стороны и так далее. Все полностью обучаем. То есть условия проживания пожилых граждан и маломобильных людей, которые нуждаются в поддержке. Вот это тоже новая технология. Наше министерство, она расширяет теперь технические средства реабилитации и школы ухода практически во всех территориальных органах наших есть. Вот это тоже новая технология. Ну, все равно технология, наверное, появляется все-таки новые из года в год, да, что-то, наверное, да. обновляются программы, конечно. методы какие-то новые, да? Конечно. Ну, осталось у нас где-то около 3 минут. Наталья Николаевна, что бы вы еще добавили к сказанному сегодня? Я могу сказать, что в Якутии уникальная возможность, что мы активно долголетие делаем сами сообща, и некоммерческие организации, общественные организации, и государственные структуры. То есть мы очень, как говорится, взаимодействуем. Поэтому я желаю, чтобы в Якутии у нас было больше еще долгожителей. Арсений Сергеевич сказал, что у нас 100 людей, которые перевалили 100 лет, 18 человек. Хотелось бы в ближайшее время их стало еще больше. Ну, сегодняшняя продолжительность жизни в нашей республике 73 года, да? Да, а до 30-го года нам ставится, чтобы было 78. 78, да? Ну, конечно, это показатель превосходит, конечно, среднероссийскую, там, чуть-чуть немножко, тоже 73, на чуть-чуть процентах там ниже. И дальневосточный тоже, да. Тоже, у них 69 где-то так в целом, да, вот показатель. Ну, вот мы превосходим. Вот, ну и, конечно, действительно, республика ставит перед собой амбициозную цель достичь средней продолжительности жизни 80 лет к 2030 году. Вот у нас что. Вот. Ну, да, задача амбициозная. Да, будем двигаться и работать. В общем-то, ну, у вас коллектив уже опытный, поэтому и люди опытные. Социальных работников по республике где-то около 7 тысяч. Большая армия. Конечно, не каждый день трудятся, тяжелая работа, но оно того стоит, чтобы наша республика еще процветала, чтобы у нас были больше счастливых людей. Да, старшего возраста. Да, старшего возраста. Ну, спасибо вам, Наталья Николаевна, за эту беседу, за прямой эфир. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы прощаемся с вами. До свидания. Берегите себя. Передачу провел редактор Юрий Сергеев. Всего доброго.